Так. Иголки берем. Это наберем. Так, ребят, ну что, всем привет. Только приехал с рыбалочки, у нас метет. Шикарно отловился, ребята, и по живцу, и на жарежку даже добыл. Ну, отзвонился человек мне, и надо съездить ему, передать кое-какие вещи. Так как помните, ребята, я говорил по поводу сундука, кофрата, или как там многие называют. Все вот это барахло я хочу убрать и поставить сюда ящик. Парнишка занимается вот этими всякими рукоделиями. Ну, грамотно все делает, и много станков у него есть. И вот, ребят, чтобы изобрести эту штуку, заехал, купил алюминиевые уголки, 4 штуки. Ну, это там внутрь пойдет. Короче, сейчас, ребят, съезжу на замеры, передам ему все это дело, и уже парнишка будет изготавливать. Так что все. Приехал уже, снега столько. Надо срочно ставить. Срочно чехол ставить надо. Нейтрально. То все уже, ребят, заметается там. Ехаем. Капитально метет, ребята, уже недельку, наверное. Хорошенько так подзасыпало. Вот таежный поселочек. Сейчас немножко экскурсию вам покажу. Что да как. Вот здесь уже улица заканчивается, я объезжаю дом и уже выезжаю на дорогу. Здесь уже лес, ребята, речка 300 метров. Дороги у нас не асфальтированы. Естественно, их не посыпают. Так что у нас транспорт как мотособака или снегоход самое то. Так, не падай. Ехаем. В поселке 3-4 магазина. Есть школа, садик, в принципе. Ну, поселок живой еще. Ладно, полетели. Дует ее, надо как-то между ног, что ли, сюда положить. Все, подъезжаю к Руслану. У Руслана парковка чищена. Отлично. Здорово. Здорово. Только с рыбалки. С рыбалки только? Да. Сейчас выкину сигарету. Держи. Короче, взял сразу, самый толстый. Вот. И как ты сказал, правда, я не знаю размер какой. Сказал пачку взять. Хватит, не хватит. Если не те, то 14. Я попробую, просто что-то я потом тоже подумал к фанере его приклепывать. Заклепка как бы вот эту, она сквозь фанеру может проходить. Да? Да, вот. Ну, это маленькая, да? Нет, 14 нормально. Нормально. Сейчас. Фанера там в этом. Это не та. Ну я понял, смотрю толстая. Фанера в этом стоит. В гараже. Не занес там. Видишь? Она как бы вот, ты ее начнешь расклепывать. Ну. И
Надо просто попробовать. Может не пойдет, короче, да? Да, может и не пойдет. Если не пойдет, тогда саморезами закручу. саморез. Саморезы есть у меня. Ну все понятно. Ну что ты вот эти взял, смотри. Ага. Ты их смотрел, да, я так понимаю? Да, 200 рублей стоит, да? Да, 200 штук. Их и смотрел, да? Вон, смотри. Ни хрена. Огонь. Ого. Нифига себе. Это под что такое замутил? Под инструмент? Инструменты, да. Ни хрена, огонь. Просто проверить решил. Еще вот это не доделал. Надо саморезы, видишь, они длинные. В эту сторону-то хер с ним, что они торчат. Ну. А здесь закручу, они здесь торчать будут. Их подрезать надо. Подрезать, да. И 3 штуки закрепить. Слушай, что, у тебя классно получается, я тебе скажу. Шикарно. Хочу, короче, попробовать еще подобные, только полностью из жести. А то Блин, всё- да, фанера все-таки вес дает. Ну, есть небольшой, да. Да. Я взвешивал 5 килограмм весь. 5 килограмм. Мгм. То есть взять вот вместо вот этого, вот этой боковинки, все это тоже из жести сделать. Только, Ну. вот, короче, толстая жесть. Все это сделать. И видишь, это фанеру можно на саморезы, а это придется жесть на заклепки все брать. Не, ну нормально, молодец. слышь. И Классно как получилось. это получается? Классно получилось. Типа пиратский сундук. Да. Да. Че, ништяк, молодец. Да, вон, короче, сейчас покажу то, что я для тебя закупил. Классно. Это не то. Даже не то. Вон навесы. Вот эти, да, будут? Да, на твое. Угу. Вот это как их, защелки или как Ну, называется, вот да. эти, да. Да, видишь, они с этими, с фиксаторами. Это я в городе покупал. Все понятно. Ну, потом Вот, это и ты, вот ручка такая. ты потом это скажешь. Ручку надо делать или почем? сверху? Ну, ручку бы, конечно, как будто, да, Ну да, желательно. ее так неудобно. Да. Ручку также Ну, мало ли примерзнет, не примерзнет, там Да. снег, не снег упадет. Да. Ковыряться там. А что это, Русь, размеры снимем или что сейчас? Я просто на это, собаке я тащить. приехал, да, специально. Рулеточку. Рулеточку, Я еще вчера не получилось мне, короче, блин. Вчера же сказал, приеду. Я вчера на смене был все равно. А, да? Пойдем, Понятно. замерим. А это что, ты снимать будешь? Это да, Убирать, да, она же просто снимается, тоже все снимается. Понял. То есть тебе надо вот от этого, или это тоже красное, вот этот вот уголок снимается, нет? Нет, это Нет? уже все идет То есть рама. от Да. него? Да. И вот отсюда и до сюда. Единственное, что тут момент, только вот это, блядь, хрень здесь, смотри. Рус. Вот видишь, тут какая хрень идет. А то есть это тоже не съемное? Нет, вот это болты съемные, вот это я имею в виду. Видишь? Не, это-то ерунда, вот это вот. Это съемная, да, Да, болт. это- то есть у нас вот это чистое будет. Вот это чисто прям Вот, до сюда. Ну, я не нет, знаю. отсюда не будет. Ящик там у нас ограничивается шириной 40 сантиметров. То есть Все, я понял тебя. 40 сантиметров здесь. Мне надо вот это главное. Ну. Вот. Здесь у нас получается 47 минус 45, короче, сделаю, чтобы ну, зазором было. Чтобы не получилось сильно впритык. Все, понятно. Нет, а мы будем, получается, ложить куда его? Ты его ставишь, это что, у тебя пластик? Пластик. Ну, Эдик Фрайс, короче, я ему сделал, он поставил и присаморезал. А к пластику я не знаю, как он присаморезится. Или он болтами закрепил, я не помню. Он, по-моему, болтами насквозь. С той стороны болты, знаешь, с большими шляпками эти мебельные болты. Ну. Вот он ими и внутри закрутил, и все. 4 болта вот так закрепил. Слышишь, а если на раму его поставить? Сюда? Да. Получается. Ну тут видишь, блядь, вот этих всяких узлов, Да. моментов очень много. Я прям не знаю, блин. То есть, Тут же она, видишь, она просто этот. слабая? Да, она же тонкая, очень тонкая. Вон, смотри, Русь, вон. Вот она какая идет. У него-то там, наверное, фанера идет, наверное, скорее всего. А здесь уже на этом идет пластик вот такой. Я что вот и подумал, то что думаю, блин, как здесь воткнуть его. Сейчас замело еще, блин. Так, а если у нас... Если какие-то уголки... Ну вот, если только как-то так, да. уголки и потом сюда, Да. с той стороны тоже. Как-то так получается. Чтобы она держалась как бы вот на этой штуке. Да, все верно. Да, тогда более поплотнее надо сделать, чтобы небольшое расстояние было.
поточнее, короче. Так, здесь ровно 47. Угу. Вот, сделаем 46. Пусть небольшие зазоры будут. Ну, 46 сделаю. Ага. 46. Сюда у нас будет... Ну все, ребята. Кулибин будет делать. Парнишки своя слесарочка вот из летней кухни сделал. Молодец, занимается делами. Неделя морозов, надоели уже, за 30-ку стоят. Поселок мертвый, ребят, никого не видать. Такие энные тела в шубах ходят. Такой поселок просто мертвый, ребят. Ну, сегодня у нас эпопея ящика, ребята. Наконец-то он готов. Буквально на днях я ездил к Руслану, ребят, вы видели, я отдал ему материал. Сюда будем ставить багажник. Сейчас очистил все, приехал в деревню. Собаку не заводил неделю, ребят. Разогрел бедолажку. Но все вроде нормально. Еду к Руслану. Сейчас будем смотреть, что получилось. Ну и будем как-то внедрять его вот сюда. Много нюансов. Это, конечно, все уберется. Но вот эти моменты нам будут мешать. Сейчас как-то, ребята, все сюда будем подгонять. А так, все шикарно. Как-то так. Здорово. Здорово. Привет. Вот он красавец, да? О, пушка-бомба, петарда. Ништяк. Красота, да. Одним словом. Сейчас бы только внедрить, да, его, Русь, как-то. Чего? Как? Как-то внедрить его сейчас. Сейчас внедрим. Смотри. Кстати, по заклепкам. Взял я заклепки. Да, смотри. Я тебе что хотел еще показать. Видишь, тут дырочки есть. Вот. Ну, это... Возьмешь, да, можно. Сейчас же китайские замочки всякие есть. Возьмешь просто сверлом раз. Ну, понял тебя. Сверлите, чук, раз это, да? замочек повесил, если надо. Ну, да, можно и так. Да. Можно и так. Сейчас сделаем. Угу. Так, ребят, ну что, в целом, сейчас это все я сниму. Вот это для модуля, если собака отправляется таким образом, не толкачом, а буксировщиком. Вот это прибуду, я сейчас все откручу и уберу. На улице морозик, градусов 25, наверное. Может, поменьше немножко. Вот буквально немножко подпустила, а так все за 30-ку давит. Никуда не выехать. Ну, кстати-то сняли. Сейчас как-то будем... Эти, ребят, не буду. Вот так просто загну. Как они немного выпирают от веток. Мало ли перевернешься. Защита будет. Просто затянем их и все.
тот раз мы мерили. Чуть-чуть у нас не влазит, короче. Чуть-чуть у нас не влазит. Может и загнется, конечно. Металл-то сколько там, двоечка? Двойка, да? Может даже чуть. Да, двойка, 2,5. Я думаю, загнется руль. Куда я только надо? Лучше сюда, наверное. Внутрь, да? Да, внутрь. Там же все равно это сверху ложить. Да. Понятно. Да, да, да. Мы эту согнули, немножко пильнули и все ништяк. Сейчас выдвинем фанерочку сюда, закрепим ее сюда и уже ящик поставим на нее. Инструкция с той стороны. Чуть-чуть еще раз. Закручивай. Чтобы здесь торчало. Ага. О, затягивай. Все. Заодно посмотришь, как это делается. Делается, да? А что тут у тебя классно? Ковыряться можно, блин. Да, сегодня я не топил, а так вообще протопишь. Да, тепло, конечно, хорошо. конечно. Теплее все равно не так приятно работать, Угу. чем на холоде. Теперь вот это отмечаем. Вот это. Какие разницы. Типа прищепки такой, раз. Прищепил, Ага. и можешь размечать уже. Уже как третья рука у Ну, тебя. я понял, тебя понял. Ты кулибин, блин. Посмотрел, в интернете делают, думаю, дай попробую. Все прикольно, да? Что, заклепки-то они получше, да, будут? Ну, они не ржавеют. А как было? Да, ништяк. Ну все, ребят, в принципе, готово. Сейчас мы будем крепить сначала сюда вот эту вещь. Вот так вот. И насквозь болтами. Чтоб... А все нормально, тут Нормально, ничего да? нет, да. Ну и все, ништяк. Вот так вот.
Все, четко. Да, давай. Че, болт? Болт. Втыкаем сразу, да? Чтобы не получилось у нас ошибочки. Я знаешь еще что думаю? Сюда, наверное, сейчас ящик померяем сначала. И если есть возможность, шайбы лучше. Потому что фанера хрен знает со временем подавится. Вот ты. Эдька там гоняет уже. Кто гонит? Эдик Фрайс. Ага. Приехал с вахты. Приехал из дома. Ящик вынесу. Есть место, да? Да, сейчас шайбы вынесу. В принципе, да, нормально. Да, это вот сюда прижмется. Да. Даже сильно не надо, наверное, прижимать, чтобы ты вдруг подтянуть надо, да? Ну да, в принципе. Вот так, ключик есть куда пихать. Вот так и поставить. Все, так и нормально будет. Вот так вот. Все, подтягиваем. На 12 же. 13. Лед трещит. Ага. Я сейчас в городе бываю, мир крепежа, всякие такие магазины захожу. И раз, немножко гаечек, болтов купил, шайбочки купил. Все. Потому что прошли те времена, когда оно все валялось. Да. Сейчас, блин, Сейчас вот коснись, что-то надо, блядь. Да. Нету ни хрена. ничего нету, сейчас надо все покупать. Раньше пошел в гараж, взял ключики, откручивал этих гаек, болтов. Ага. Кучу, все у тебя есть. Сейчас нет такого. О, мощно. Ну сейчас мощно, да. Сейчас она никуда не денется. Сейчас, да, уже все, ништяк. Реально ништяк. Лютый чемодан, лютый. Как-то так, Смотри, да? как удобно у тебя. И петли не сорвет, а то, когда висит, она может сорвать петли. Вообще ништяк. Да. Сейчас мы сюда. Шик-шик. Маленький, самый маленький купил. Понял, Эдик, ну это же беспонтово. Смотри, сравни. Это же детские какие-то. Да. Все, насмерть, слышишь? Красота. Че, это донышко будем степлерить или и так положим? Просто? Я не знаю, что. Она никуда не денется. Плотненько-то. Я думаю, не надо, слышишь? Да. Зачем? Все, красота. А, надо сфоткать. Я тоже сфоткаю. Сейчас затянем, ребят, чтоб как отбойничек Так будет. что, если надумаешь, заклепочки еще купи. Ну, я понял, тебя понял, да. У меня он 500 до 13. О, все, ништяк. О, пушка. Ништяк. Чтобы новый ящик не царапать, да? Да, что вообще. Те же утяжки, знаешь, резинки сюда, хоп-хоп.
Нормально, пускай будет, не буду снимать их, да. Ребята. Конечно, все это можно было немного даже аккуратнее сделать, обработать все это дело. Ну, главное, ящик, ребят, сделан, а там со временем, может, доработаем что-нибудь. Посмотрим, как себя поведет. От стенку и сюда. Сначала они просто так игрались, просто так неинтересно им стало, быстро, короче, надоело. Это получается к стенке ставишь, да? Нет, вот это вот ставишь возле стенки вот так вот, да? Ага. Поставил, и потом мячик об стенку стукаешь, он ударяется и падает куда? Попадет. Потом им неинтересно стало, я взял монетки туда положил. А, кто типа сколько выиграет? Раз, упала, монетка, хопа, забрал. И вот они играли, потом мать вынесла, говорит, хорош. Ну молодцы, че. Они на деньги уже... Не, молодец, что. Руки из того места, что, самое то. Нормально. Не, нормально у тебя верстак, слышишь? Опа. Не всегда же нужен посередине комнаты верстак. Да. Укатил. Молодец. Отъедь, я тебя на видео. Все, Ручо, спасибо. Давай, пока. На связи. Спасибо большое. Что-то холодать начинает опять, ребят. Сколько у нас? О, уже 23. Ну что, как-то так. Вот такой ящик у меня появился. Классная вещь, очень нужная. Не спорю, давно вот хотел. Потому что, ну, какие-то вещи, вот именно инструмент нужен прям вот для мотособаки. Как бы запасные там цепи и так далее и тому подобное. Ну и теперь, ребята, вот у меня такая игрушка. Спасибо, конечно, Руси. Классная вещь. Теперь можно, ребят, уже пригружать его, как небольшой столик. Когда остановился, перекусить, открыл. Также можно здесь что-то разместить. Глушителя он, ребят, не касается. Самое главное, потому что глушитель очень горячий. Так, ну что, давайте тестировать. Для чего он мне нужен был? 10-ка, бензин. Легко. Все, уже можно, в принципе, здесь и держать. Газовая горелка залазит. Цепь запасная. Вот куда, где ее место должно быть. Сразу взял сегодня же веревку 5 метров. Бывают такие моменты, что не можешь затащить груз. Веревочку взял. Зацепил. Газ должен быть там. Лежит. Вот это конкретная вещь, запасная цепь, фильтр на вариатор, ребят, вот эти пластмасски. Кто только начинающий, задумайтесь сразу, без такой пластмасски можно не выехать с тайги. Карабины запасные, кого-то на буксир взять, есть. Все классно, ребята, все четко, все здесь, уже все, что нужно, не нужно, будет у меня лежать. Ключи. Отлично. Утяжечки. Все, сейчас я спокойно здесь укомплектую, и у меня будет уже по уму, по-человечески. Ключи, масло, запасные какие-то вещи, горелка. Чтобы это было всегда здесь.
Красота. Красота, одним словом. Буду прощаться. Холодает, надо в баньку бежать. Надо собираться. Завтра, ребят, у нас выход. Едем завтра. Правда, холодно. Ну, решили съездить на лесную речку. Попробовать распечатать ее. Посмотрим. Там есть избенка. Если все понравится, останем на ночь. Так что скоро на канале, ребят. Ну, в целом, ребят, монтаж вы немного увидели. А как он изготавливался, ребят, вы можете посмотреть у Руслана на канале. У него есть свой молодой канал. Кстати, есть много чего интересного. Пацан с руками. Вы сами видели, да, какие моменты. Он делает классные вещи для деревни. Просто не отходя от кассы, так скажем, взял, сделал там игру ребенку, там что-то еще, дорабатывает вещи. Ну, молодец в целом. Ящик обошелся, ребят, вообще бюджетно. Единственное то, что я закупал уголки вот эти алюминиевые, хотя он мог их сделать из, сам у него есть листогиб, он мог бы сам сделать, но я вот потратился для того, чтобы как бы не ржавел. Так в целом бюджетно, ребят, он мне обошелся в районе там 1000 рублей. Парнишка с меня ничего не взял, чисто по-дружески. Ребят, зайдите к нему на канал, подпишитесь, передайте привет. Ну и в целом поддержите парнишку, потому что парнишка показывает классные вещи, много чего интересного, много чего обучающего. Молодец в целом. Так что, ребят, зайдите и передайте привет, скажите от Дрюни привет. Ладно, ребят, все, побежал я собираться. Увидимся. Всем хорошего настроения. Пока.